Экология города Алматы беспокоит всех горожан. У нас самая основная проблема – это воздух. Реально воздушный фонд города Алматы – это уже смог со всех сторон. Раньше, когда поднимались на Чембулак, да, высокогорный каток наш на Медео, да, смотрели вниз и действительно видели где-то смог далеко в горизонте. Сейчас же уже стоя, допустим, на горе Чембулак, уже смотришь и действительно видно, что уже ближе к Медео уже смог подходит. Это большая проблема, огромная. Из-за этого у нас происходит и здоровье подрывается, и аллергии у всех открываются. Это проблема, которую необходимо в первую очередь решать. Эту проблему мы как партия зеленых, я как председатель городского филиала партии зеленых Байтак, мы предложили, во-первых, переходить на газ, перевести уже весь частный сектор, который до сих пор топится углем. Да? Понятное дело, что самая большая проблема загрязнения воздуха – это автомобили, 75%. Вот эту проблему тоже необходимо решать поэтапно. Это уже мы отрабатываем тоже с акиматом, с нашим городским города Алматы. Перевод ТЭЦ на газ – это тоже такая проблема. ТЭЦ – это 25% загрязнений, грубо говоря, даже, ну, примерно. Здесь уже поэтапно идет работа в этом направлении, уже переход на газ, дай бог, где-то в 2026 году уже будет на газу. Следующим этапом у нас в городе, да, тоже большая проблема – это точечная застройка. Насколько наш президент говорил об этом, освещал тоже проблему, ставил перед Акимом тоже эту проблему, да, что хватит уже, прекратите точно застраивать Алмату уже. И это все не прекращается. Сейчас акимат вроде взялся за какие-то объекты, стали останавливать без документов и так далее, да, без разрешающих именно строительных документов. Более 30 ЖК приостановили. Но работа на этом не заканчивается, необходимо дальше проводить, потому что очень много застраивают и в предгорьях застраивают без учета норм сейсмики, без учета самой земляной породы, можно там копать, нельзя ли копать, да, фундаменты ставят, горы срезают, ну, этот бардак уже беспредел настоящий в этом отношении, необходимо его прекращать, и нашим госорганам, тому же ГАСКу, очень внимательно необходимо относиться к своей работе. То есть, чем опасна точечная застройка? Во-первых, мы в сейсмозоне находимся. Каждые 100 лет, да, у нас крупные землетрясения, как показывает уже жизнь, да, наша. Все мы помним эти исторические моменты. Землетрясения происходят каждые 100 лет, разрушительные, серьезные. А при такой точной застройке у нас действительно у алматинцев остается очень мало шансов на выживание в такой ситуации. Это один момент. Второй момент – это сейчас все дороги у нас в пробках забиты. Точечная застройка, опять же, один ЖК – это огромное количество квартир. Сейчас в современном мире уже в каждой семье как минимум одна машина, а то и 2, и 3. И получается у нас, допустим, в одном доме мы можем иметь до 1000 автомобилей. А куда их парковать? Одновременно, допустим, выезжая утром люди на работу, детей в школу развозят, в садики, выезжая одномоментно 1000 автомобилей на одну улицу, в городе просто коллапс становится. Все улицы подряд начинают останавливаться, в пробке становиться. Эта проблема не решена. Затем у нас все инженерные сети, они же все были построены еще в советские времена, и инфраструктуры инженерных сетей у нас не хватает просто. У нас получается канализации не хватает, электричества не хватает, элементарно воды не хватает. Вот эти все проблемы, они, в принципе, строительство этих инженерных сетей, оно было рассчитано на определенное количество населения для проживания.